С самого утра и до позднего вечера участники экспедиции работают, не покладая рук. Студент 4-го курса МГУ Дмитрий Лукашенко измеряет профиль подводного берегового склона. Это позволит смоделировать и оценить влияние штормовых явлений на пляж, а также придумать возможные инженерные решения, которые помогут в берегозащите. В Абхазии-то я не впервые. У нас тут практически ежегодно проходят экспедиции разного рода. До этого было в районе Пицунского полуострова. Сейчас мы немножко изменили нашу программу, пошли дальше, в Сухум. Мне очень понравилось здесь в прошлом году. Мне очень понравилось место, понравились местные люди. Понравилась компания, в которой я работал. Прошло больше половины срока. И мы уже выполняли ряд работ, в частности, на берегах. Далее на склонах, на предгорьях хребтов. Абхазо-российская совместная экспедиция проводится не в первый раз. Ведутся работы по изучению динамики морских берегов, оценки темпов размыва. Ребята выполняют промеры, геодезические работы, чтобы сопоставить с результатами прошлогодних съемок и оценить, как быстро отступает берег или где он нарастает, существует ли угроза для хозяйственных построек. Сейчас у нас здесь 54 студента. Несколько аспирантов и довольно большая группа преподавателей. Мы работаем по нескольким направлениям. Вот береговое здесь сегодня, которое будет реализовано, это лишь одно из 7. Также есть гидрологические работы, изучение стока рек, состава, геохимии, гидрохимии. Есть работы геоморфологические, изучение опасности, оползней, селей, боковой эрозии в реках. Есть радиохимические работы. Впервые в прошлом году на территории Абхазии были выполнены по изучению чернобыльского следа. Есть он, нет. Есть работы, нацеленные на реконструкцию истории развития рельефа, то есть как менялся в прошлые геологические эпохи уровень моря. Абхазия – морская страна. Здесь побережье протянулось более чем на 200 километров. Безусловно, динамические процессы оказывают влияние на хозяйственную деятельность, и они требуют изучения. В этом направлении абхазские специалисты совместно с коллегами из МГУ проводят продуктивную работу. Данное мероприятие проходит в рамках активности Московского государственного университета, Центра Московского государственного университета в Абхазском государственном университете. Это Центр науки и образования Московского государственного университета. Он был создан в прошлом году, и в рамках этого центра мы реализуем данное мероприятие. Это одно из активностей этого центра, заметное, значимое событие, потому что в этом году к нам приехали больше 60 человек, в составе которых находятся большей части студенты, аспиранты, преподаватели Московского государственного университета, которые занимаются исследованием в области геоморфологии. И большей части это вопросы, связанные с динамикой береговых процессов. Локации для изучения были выбраны до приезда экспедиции. В этом году большая часть работы осуществляется в восточной части Абхазии. В прошлом году была западная часть республики. Это в первую очередь Пицунский полуостров. Участники экспедиции охотно делятся результатами проведенной работы. К примеру, были выделены пляжи в хорошем и в критическом состоянии. Мы обследовали и увидели, что есть очень стабильные участки с хорошими пляжами, широкими. А есть участки такие, которые находятся в критическом состоянии. Например, вот восточный борт Новоафонского залива, там есть старые советские буны, которые до сих пор хорошо функционируют, но в то же время есть участки осложненные поздневыми процессами, где берег очень сильно размывается, и постройки многие уже съезжают в море. То есть все по-разному. То есть есть локальные участки аварийные, а есть очень хорошие, протяженные, стабильные. Шицквара и в сторону Эшеры. То есть вот там много таких критических участков. Совместная экспедиция проходила неделю. За это время российские и абхазские коллеги провели плодотворную работу. Полезное и взаимовыгодное сотрудничество было реализовано в рамках Центра МГУ в Абхазском госуниверситете. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.